Риски и финансовая безопасность. Допустим, вы всегда снимаете деньги только в кассе банка, а картой и вовсе не рассчитываетесь. Вы чувствуете себя в безопасности. Вдруг вам приходит СМС или письмо, якобы от банка со ссылкой просьбой перезвонить по неизвестному номеру или с уведомлением о неожиданном крупном выигрыше. Или звонят от имени банка и просят сообщить личные данные, пин-код от карты или номер СМС-подтверждения. Или пишут в социальных сетях от имени родственников или друзей, которые внезапно попали в беду. Угодили в полицию, сбила машина, украли сумку и просят перевести энную сумму денег на неизвестный счет. В 99,9% случаев вы имеете дело с мошенниками. За ссылками, скорее всего, таятся вирусы. На другом конце провода специалисты по обману. Мошенничество с банковскими картами. Чтобы использовать вашу карту в своих целях, мошенникам нужно узнать ее номер, имя владельца, срок действия, номер CVC или CVV. Они могут установить скиммер на банкомат, специальное устройство, которое накладывают на приемник карты в банкомате, и видеокамеру над клавиатурой. Достаточно один раз воспользоваться таким банкоматом и не прикрыть рукой клавиатуру в момент набора пин-кода, и ваши деньги могут снять. Как не попасться мошенникам? Перед снятием денег в банкомате осмотрите его. На картоприемнике не должно быть посторонних предметов. Клавиатура не должна шататься. Набирая пин-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Делайте это даже во время расчетов картой в кафе. Подключите мобильный банк и СМС-уведомления. Если совершаете покупки через интернет, никому не сообщайте секретный код для подтверждения операции, который приходит вам по СМС. Старайтесь никогда не терять из виду вашу карту. Меня обокрали. Что делать? Позвоните в банк. Номер всегда есть на обороте карты или на главной странице сайта банка. Сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту. Запросите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией. Обратитесь с заявлением в отдел милиции по месту жительства или обратитесь в правоохранительные органы.